Новый географический словарь Российского государства Екатерины II. 1789 год. Страница 217. Чеченцы. Народ, кочующий в Кавказском наместничестве около вершины реки Терека. Самый беспокойный и вероломный. Делающий нередко набеги на Грузию и другие соседственные им земли. В XVIII веке Тереком называли только определенную часть современного Терека. В горах реку называли ингушским названием Ламехи, при выходе из гор на равнине Арагви, а при омывании Кабарды или Черкесии их вассалов называли Тер-река или Терек. Заметим также, что Тер-рек берет свое начало в долинах Дзурдзукети, нынешнюю Кистете, орошает Чечню, Тарку. Ламехи, ныне Терек. У грузин Терги. Все течение этой реки по долине Хеви до земли черкесов-чеченцев называлось Арагви. Географический словарь Российского государства. 1801 год. Ингушевцы, ингуши или кисты. Народ, живущий у подошвы Кавказского льдом, покрытого горного хребта от Маздака к югу около 80 верст расстоянием. Сей народ, могущий поставить около 5000 воинов, свободен и никакому князю не подвластен. Чеченги или чеченцы живут в Кистинском чеченском округе, подле Карабулаков, вниз по рекам Тереку и Сунджи начинаются от Маздака до станиц гребенских казаков. Всего народа не более как 1009 и могут поставить до 5000 конницы. Имеют у себя князей и дворянство. Язык их состоит из китайского наречия, и в домашнем своем хозяйстве не имеют они от них никакого различия, и закон исповедуют магометанский. Заметим также, что в Кистинском округе жили также и казаки, коих Россия переселяла на земли ингуши огромными толпами. Географический словарь Российского государства. 1804 год. Москва. Типографии Любия, Гария и Попова. Ингушевцы, ингуши или кисты. Народ свободен и никакому князю не подвластен. Мекшесы и атахи с сими именами называются чеченги. Они состоят под покровительством России и дают аманатов.